Гомбажаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета. Часть 3. Главным занятием простого народа служит скотоводство, или точнее верблюдоводство. Из осматривания алашанских юрт я получил впечатление, что они скорее походят на киргизские, лишь с меньшей выпуклостью концов хана. Народ алашанский сильно подвергся китайскому влиянию. Покрой одежды мужчин китайский, и редкий мужчина не говорит по-китайски. Степные женщины более сохранили свои обычаи, хотя ямунские сильно стараются не отставать от маньчжуров, только мешает им монгольская прическа. С приближением к Ямуню начинают попадаться фанзы китайцев-хлебопашцев и огородников. Они, как и в Ямуне, живут вместе с женами, находясь на дневном расстоянии от Великой Стены. В нравственности алашанца можно найти смесь худших сторон как китайской цивилизации, так и характерных черт природного монгола. При первой встрече алашанец поражает наружной вежливостью и обходительностью, но после недолгой беседы нельзя не узнать, что у него одна мысль – как бы побольше получить выгоды для себя от случайного знакомства. Среди зажиточных и в особенности среди чиновничества много курильщиков опиума. Женщины весьма свободны на свои ласки, а в городе развита и проституция. У алашанцев встречается нередко двое и многоженство. В этом городе много китайцев, занимающихся торговлей, ремеслами и огородничеством. Также немало китайцев занимается тканьем узкой шерстяной рогожи, по-монгольски урмык, идущей на мешки и верблюжьи седла. В 30 верстах на юго-восток от города, на северной стороне Баянгсумбыр, одной из 3 выдающихся вершин Алашанского хребта, находится монастырь Барунгхит, известный усыпальницей 6-го Далай-ламы, о котором упомянуто выше. На северо-восток от горы Бугуту-Дзунгхит. Оба монастыря в обыкновенное время имеют по 200-250 духовных. 1 января 1900 года нам были поданы верблюды, подряженные за 2 дня пред этим до Гумбума по 4 лана за каждого. Сегодняшний первый день Нового года возбудил во мне воспоминания о дорогом Отечестве, от которого я все более и более удалялся. О нем же напомнил мне сегодня один из местных простолюдинов, рассказывая о первом европейце, появившемся в этих кочевьях более 20 лет тому назад. Этот европеец, по-монгольски «орос», собирал шкуры диких животных и птиц, а также насекомых и травы, из чего я догадался, что речь идет о Николае Михайловиче Приживальском. К этому он добавил, что уже после него стали появляться европейцы на границе Алашани с Китаем и повысили цену на верблюжью и овечью шерсть. Возчик, взявший воду из попутного колодца, довез нас до местности Саган-Хушум, где не было колодца. Затем стал отговариваться вести нас далее под предлогом, что должен подождать своего брата, с которым поедет далее вместе. Таким образом, он продержал нас в напрасном ожидании следующие 2 и 3 числа. Ждать было тем неприятнее, что поблизости не было колодца, и мы должны были добывать воду, оттаивая снег, смешанный с песком. Добытая таким способом вода была грязновата и мутна. К чести алашанцев должно сказать, что в их кочевьях почти нет воровства, поэтому даже ценные вьюки оставляли мы вне палаток. От нечего делать мы бродили по песчаным валам, и спутники наши собирали окаменелые трубочки из мелкого песка, уверяя, что они бывают нужны для заклинания жрецов секты Сангасва.
которая весьма распространена у амдосских тангутов. Нашими спутниками я называю других членов этого каравана. 6 халхазских монголов-лам, ехавших в Гумбум для поклонения его святыням, 2 бурятских лам, направляющихся в Лаврын для выяснения перерожденца бывшего жилета Цугульского дацана Забайкальской области Иванова, который очень славился среди прихожан своей ученостью ни одного тибетца, торговавшего в городе Донкоре. Один из бурятских лам по имени Шрибазар вез список мальчиков, родившихся в год, следующий за годом смерти Иванова. По списку лавранский Жамьян Шадба должен был указать перерожденца Иванова. 4 января наш подрядчик довез нас до колодца Тоса, масла, и снова заставил продневать следующее 5 число. 6 января двинулись далее, хотя не могли дождаться товарища нашего возчика, и, взяв воду из колодца по восточную сторону горы Ундерхайрхан, ночевали в степи. Настоящее название этой горы – Шангин-Дале, в литературе – Сангун-Дале, море сокровищ. Но монголы из почтения к духам, владельцам горы, не произносят этого названия на виду у нее, уверяя, если произнести его, то случается вьюга или какое-нибудь другое ненастье в пути. 7 января прошли мимо монастыря Соктокуре и, взяв воду из колодца при начале песков Сырхы, остановились ночлегом среди самих песков, а 8 Хара-Обо. 9 января подошли Тынгри и Лесу, небесные пески, в смысле обилия обширности песков, и, взяв воду из колодца Ехатунха на северной стороне песков, перешли через это песчаное волнистое море. У богомольцев существует поверье, что если перейти через эти пески пешком, то приобретается добродетель, равная прочтению сочинения Джа-Дон-Па, то есть 8000-го. 8000 стихов, 8000-я Праджая Парамита. Поэтому некоторые из наших спутников слезли с верблюдов и отправились пешими. Среди этих песков, ближе к юго-западному краю их, находится при самой дороге Ово, Куча, основанный по преданию третьим Банчен-Эрденебалдан-Еше, переправлявшимся через эти пески при поездке в Пекин в 1779 году. Обо это представляет собой большой куст вышиной около сажени, обвешанный ходаками и лентами, привязанными набожными путниками. Кроме того, прохожие бросают в куст китайские медные монеты чохи, сжигают курение и делают земные поклоны. Проходящие нищие монахи подбирают эти чохи и снимают с куста более или менее ценные хатаки. Ночуем тотчас по выходе из песков. 10-го колодец Чулум-Онгаса, каменный колодец. 11 января. Перешли через границу кочевьев Алашанского Вана и, собственно, Китай. Здесь, подле дороги, стоит на гранитном пьедестале таковая же плита вышиной около 2 аршин на лицевой и тыловой сторонах, исписанная китайскими иероглифами, говорящими о поводе постановки лицах, бывших при разграничении и о годе постановки. В кавычках 29-й год правления Дао Гуан, добавочного 4 месяца 20-й день, 1838 год. И на ребрах монгольские надписи на северо-восточной стороне Алашань Цин Вангун Ютуган Джиха, разговорная форма Даха, то есть граница кочевьев Алашанского Цинвана, и на юго-западной
Улаган Иргин Хушиичилогу, то есть каменная плита из Красного Яра. Уже в 4 верстах к югу попались нам развалины китайской деревни. В них, впрочем, ютились в бедной хижине 2 китайца. Ночуем на юго-западе от китайского поселения Байдун, по-монгольски Саган-Сонджи, Белая пирамида, где живут китайцы, верблюдоводы, занимающиеся извозом. 12 января перешли через заставу Саянджин, где для проходящих в западном направлении установлена уплата пошлины. Китайская административная беспорядочность не установила определенной платы, и здесь берут от 100 до 200 чохов с каждого, руководствуясь, вероятно, исключительно произволом. С нас взяли по 140 чохов, причем сборщик украл немало чохов, спуская их при счете в широкие рукава своего платья. Ночевали у китайской деревни Ванчжадянь. 13 января. Пать Шивадзи. 14 января, пройдя около 7 верст от места ночлега, остановились у деревни Сунчан, где живут тангуты и китайцы. Сюда переселяется в настоящее время духовенство монастыря Даглун, Тигровая Падь, который находился прежде на северо-западе отсюда и было разорено во время мусульманского движения. Здесь приходили к нам 6 оборванных китайских нищих и просили милостыню. Когда мы дали по несколько чохов, они отказались взять их, прося что-нибудь съестного. Возчик наш уверял нас, что эти же нищие придут ночью для кражи, и потому с сегодняшней ночи необходимо держать караул. Пришлось подобрать все вьюки в палатке и попеременно окарауливать весь лагерь. 15 января встретили по дороге чрезвычайно много дзеренов, харасуль, которые очень смирны, и я, благочестивый паломник, с трудом воздерживался от выстрелов по ним. Здешние места еще не успели заселиться после мусульманского разорения в 70-х годах XIX столетия. Там и сям видны развалины отдельных хуторов и деревень. В былые нивы заросли густою травою и служат теперь пастбищем одних только антилоп харасульт. Ночевали в узкой пади, не доходя верст 10 до города Пиньхуа-Чень. 16 января остановились ночлегом под городом Пиньхуа-Чень, называемым тангутами и монголами Джон-Лун. Сегодня нас нагнал товарищ нашего возчика, в ожидании которого мы потеряли несколько дней в начале пути. Прибытие его все же было приятно для нас, так как мы теперь избавлялись от ночных караулов. По общепринятому обычаю здешних извозопромышленников и нанимателей отвечает за ценность багажа, почему и окарауливание его лежит на их обязанности. Требовать исполнения этого условия от нашего возчика было невозможно, так как он был один, и длинные ночи были весьма холодны. 17 января. Перешли по льду через реку Джо-Лун и, перевалив через правобережный хребет, расположились ночлегом. 18 января. Перешли по льду через реку Тайтун и, пройдя по правому ее берегу, вниз по течению около 5 верст, стали подниматься по узкому ущелью, ведущему на Тынгри-Дава, небесный в смысле высоты перевал. Не остановились ночлегом в этом же ущелье. 19 января. Первый день китайского Нового года, или монгольский Сагалган. Утром все чины каравана поздравили друг друга с праздником, по обычаю соединяя руки и обмениваясь табакерками с просьбой принять новогоднего табаку. Закончив этим празднование Нового года, мы навьючили верблюдов и направились к перевалу Тынгри-Дава. Подъем на перевал идет по
извилистой дороги и имея в длину около 3 верст, в главной своей части довольно крут. На самой вершине перевала китайские жилища содержателей почтовой станции и постоялых дворов. Склоны здешних гор сплошь обработаны трудолюбивым земледельцем. Менее крутой спуск ведет в ущелье, выходящее на долину реки Синин. Мы проходим около 7 верст уже по левому берегу последней реки и ночуем среди китайских пашин. 20 января. В верстах в 20 от места ночлега прошли мимо города Няньбосянь, название которого в монгольских устах слышится Нянбихота. В верстах в 10-12 выше города мы по льду перешли на правый берег реки Синин и ночевали. 21 января. Мы видели по другую сторону реки маленький монастырь Марсен-Лха. У Потанина по амдонскому чтению Марсен. Про этот монастырь существует легенда, упомянутая у Потанина в его тангутско-тибетской окраине Китая. Мы же со своей стороны добавим, что эта легенда относится к тибетскому хану Дарма, прозванному за гонение буддизма Ландарма, то есть скотина Дарма, и царствовавшему, по-видимому, в конце IX века по Рождеству Христова. Убийцей его был лама-отшельник Лха-Лунг-Балдорже, который, отправляясь на убиение царя, выкрасил белую лошадь сажей и надел наизнанку черное платье с белой подкладкой. После убиения царя он смыл в воде черную краску лошади и перевернул платье на черную сторону. Погоня была обманута этой хитростью и не изловила его. В Марсен-Лха, по преданию, находился прах этого Балдорже, но во время последнего Дунганского восстания был уничтожен. Разрушенный тогда же монастырь ныне восстанавливается. Название Марсен, как верно объясняет Потанин, происходило от красного цвета местных скал. Буквально Марсен-Лха значит «красное», «доброе божество». Далее в верстах 10 выше этого монастыря, там, где горы обоих берегов подступают к самой реке Синин, перекинут деревянный мост. На правом берегу у самого спуска с моста находится таможня, где должны осматривать караваны, идущие из Монголии, чтобы не провозили кирпичного чая. При нашем проходе из таможни выбежал молоденький китаец и, как бы не обращая на нас никакого внимания, пропустил караван мимо себя и вернулся обратно в дом, вероятно, исполнив этим свой служебный долг. На моих глазах наши спутники провезли до 50 цибиков запрещенного чая, обернув их в войлоки, мешки и тому подобное. Ночевали в верстах 3 выше таможни. 22 января навьючили верблюдов около полуночи и на рассвете уже проходили мимо города Синин-Фу, называемого монголами и тибетцами Сылин. Затем свернули на реку Гуй, поднимались по ней верст 17 и, взявшие дорогу направо, перевалили через большой холм. С вершины этого перевала перед нами открылся вид на монастырь Гумбум, отстоящий от Синин-Фу в верстах 25. Не имея в монастыре знакомых, я недоумевал, где остановиться. И тотчас при въезде в монастырь с нами встретился один молодой бурятский лама, который посоветовал нам остановиться в доме прорицателя Ломбо Чайжона. Здесь мне оказали хороший прием и отвели в небольшую комнату, где я прожил от 22 января до 6 февраля и от 28 февраля до самого выезда в Тибет 25 апреля 1900 года. Промежуток времени между 6 и 28 февраля я употребил на поездку в монастырь Лабран. В
следующей главе мы дадим краткое описание этих знаменитых монастырей Амдогумбума и Лабрана. Конец третьей части. Продолжение следует.